Некодоску твенджины, талун олам и слун и шлун будьте оджа. Ми важен нин велалим стався вычны котыр тигмоз. Одьян шойны, одьян шорничны морткот пандашлам билыш, панадашны, вычны кывкыртад яс и гонитны воджа, радитны, утлачны и торьячны. Ми будьте рыд там скач, и вещи гого кажалы, кыджи олам и слейба коля. Йога апыра чищас эскаданы. Йога отсалы суфтлышны сдук кежла. Палядышны лов, да гыгырваны оламыслыш кырса. Талун меня унавишталам, мы сечем с йога, да кыджисие отсалы мортлы. Сегодня мы начнем с врикшасаны, позы дерева, одной из самых классических, известных поз. Мы ставим стопу на бедро, так высоко, как приятно. Руки соединяем перед грудью, взгляд в одну точку на пол. Убираем все мысли из головы. Корчужа йога велодам некот стыча остыд. Европа сатуялыше шуаны, вид чур сво сайынпы. Азия саулышяс индыны мыткат коласт. Маты кыш чур сво сайын. Туялышяс пасьяны. Йога по чужлама бурит штаны, миян войвылын. Кольской колакыч да Архангельскса область яс гыгырын. Сеща мунамалун выла да вома Индияч. Йога елыштыдым уняс вылыгижама шкой мыд миян эрач санемьяса. Веды – это самое древнее знание, которое сохранилось. В принципе, больше неизвестно. Поэтому знание йоги идет напрямую из Вед. Древние мудрецы Риши говорят, что знание появилось из ниоткуда. Оно считается услышанным. И оно идет сквозь тысячелетия, не изменяясь. И вот мы сейчас до сих пор занимаемся именно классической йогой, которую вы можете найти в Ведах. Веды – это огромное количество стихов с самым главным знанием, которое только есть во Вселенной. Его передавали устно, от брахмана к брахману, из семьи в семью. В какой-то момент их записали, и появилось 4 веды. Ригведа, Самаведа, Адхарва-веда и Яджур-веда. Мы сечем с йога. Йога вуджаче кыджи упражнение. Этувлун, да не унарочишь там гармония. Морт колана ноган выче упражнение с медым венны ашца. А сеща тырбора гыгырвоны мый выче сылан вежерын. Да зильный лонный гармоничный мортон джик быт бокшань. Йога – это добрая и логичная система самопознания. Йога опирается на метод энергии и на метод сознания. В каждой практике мы выполняем все упражнения сначала методом энергии, расслабленно, приятно, наше тело привыкает к позе. И далее мы переходим к методу сознания. Это как раз уже такой мужской, волевой, силовой метод, там, где мы преодолеваем себя и чувствуем радость от преодоления себя. Самое главное в любом упражнении йоги – это отсутствие боли. Поэтому каждый выполняет так, как ему нравится, так, как ему приятно, начиная с самого простого метода и усложняя по мере своих возможностей. Йога течема вель уна упражнениях. Буданлан асла с ним. Мортлан мыгыр совмадам елыш медвач валыгижама санскрит кыввылын. Шущаны упражнения с асан ясын. Шуам вирабхадрасана, герой нога мыгыр совмадам. Унаним инда виштала мы да куча многон ваче упражнения с йог. Но унджи касан мы впыштама миянкады. Медым кокнедны упражнения с велодом да гыгырводом. Сколько поз? Бесчисленное количество, их невозможно сосчитать. Есть тысячи поз, которых мы выполняем. Есть из них самые полезные, может, штук 80. Из этих 80 есть несколько самых главных, да, штук 10, например. И из этих 10 есть одна самая главная. Она называется сиддхасана. Я могу вам ее сейчас продемонстрировать. Это мы садимся на пятку. Сиддха – это совершенство. И вот таким вот образом я замыкаю канал. Это сиддхасана, поза совершенства. Вообще для чего нужна хатха-йога? Для того, чтобы мы могли долго и устойчиво сидеть в позах для сидения. Йоги аслыкола величины дыр вырживтак пукавны. Вид час авермаслоны некомын лун. Мылатая кола. Медым бырын нина месторг медитируй тамыш. Стоит же как медпожи спырачыны асловру вежера. Пыдия гыгырвоны ашца, мед кужны мынтачыны став лёк мы в пьясыш.
Есть одна из замечательных асан или поз, она называется шавасана, когда мы стараемся расслабить физическое тело, и когда уже оно расслаблено, мы начинаем отпускать всевозможные ощущения, мысли. И действительно видно, что сначала многим людям даже они не могут расслабиться, они остаются лежать в напряжении, подергиваться, двигаться и так далее. Но это же очень сильно влияет на качество их жизни. И вот со временем, через несколько занятий, начинаешь замечать, что уже получилось, уже спокойнее. И значит, и в других жизненных обстоятельствах, когда есть что-то волнующее, когда мы начинаем себя накручивать, что-то придумывать, мы можем воспользоваться вот этими навыками, которые мы получили из йоги, и отпустить лишнее. Вспомнить, что все это внешнее, а надо слушать то, что внутри. Быть коломед мортлы асан я свычный великий пуд да лошадь. Быть морт упражнения свыча ас оден. Мецамынцу лошалис. Буря чтая йогалан мед чермог. Мед ашса песиган морт лоис шудаджикан. Занятия свыла воны бытчамаяз. Мукадгашка уна вонин некучем спорта эс пырачевны, да и физкультура извочлыны. Йога велодышьяс эскаданы. Век же тани, буданон артмас и нюгульчины, и колгананоган стався вычны. Важно не делать как все, потому что у нас не синхронное плавание, а все-таки мы слушаем самих себя. Важно помнить, что какого-то идеального выполнения не существует, потому что один из принципов йоги говорит, что мы уже выполняем любое движение совершенно. Постепенно, со временем, мы вдруг обнаруживаем, что, оказывается, мы можем глубже наклониться, сильнее делать выпад и так далее. Торьян ниншудан вычепа еза сотачем сичушана аэро-йога. Сие выче сотачем гамак ясвылын ышаламын. Мыен тачем йога унан лыкажиче. Тани вещик щекыд асан яс, упражнение яс. Кокни джика артманы да щетаны венны бычама полым яс. Тани куснячны да коклептавны сбыль абуйона щекыд. Вещи гналы код ясмиян моз некор эспырачевны йога. Но долыдлун пыржево став виряян. Торьян нинкор лебан. В чем большой плюс гамака, что королевские позы, как их называют вот в йоге, они выполняются без особых усилий. Королевские позы – это перевернутые позы, включающие стойки на голове. Они очень полезны, но они не всем даются. Чем вообще эти позы полезны? Они улучшают мозговую деятельность. Также на эндокринную систему они влияют очень положительно, и обмен веществ улучшается, и сам гормональный фон. Для женщин еще один большой плюс, что эти позы относятся к омолаживающим. Аэро-йогасы велодышьяс тырвые йоган озлыддины. Но сымын навоом езлы код я заводитаны йога прычины. Сие по кажича, торьян нин челядлы. Это всегда весело, поскольку мы качаемся, мы висим вниз головой. Для них это вообще всегда восторг. Плюс это хорошая эмоциональная разгрузка. Если это дети постарше и ходят в школу, мы говорим, что перед контрольной, чтобы было спокойно, не переживайте, мы можем использовать такое дыхание. Затем мы его практикуем. Йога позже прычины челядлы, том яслы, версти яслы и олыма езлы. Сие буданлы щетчас. Кыжи шуаны велодышьяс йога тая абу спорт. Некучем ордищем тани абу и джикосков. В спорте же наоборот, все очень часто приходит к форме. То есть красивая форма, но неважно, больно человеку, плохо. Бывает, что люди рвут себе связки и так далее, и очень устают. В йоге это просто запрещено делать. Мы должны выполнять именно так, как нравится нам. Мы можем при выполнении любой позы представлять, как бы мы хотели видеть эту позу. И со временем наше физическое тело просто подтянется к нашей картинке в голове. При этом это будет все по-доброму, все очень эффективно и, самое главное, с удовольствием. Мы не можем залезть внутрь человека и понять, гармонично он выполняет позу или нет. Поза с виду может быть совершенно некрасивая с нашей точки зрения, но внутри человека очень хорошо. И поэтому это будет йога. Хоть йога абу спорт, но йога пырачищас эскаданы. Мы йога вермо отсавны совмодны кикок, мышку, да став яйчик. Талун мода пыриставанлы вöснетчины. Йога пы отсалы же сотны ковтым калорияс, да лоны лышит статиан. Похудеть в йоге однозначно можно. Вы не поверите, но до того, как я пришла в йогу, я была достаточно полная. Потребовалось не очень много времени, мне кажется, меньше года, когда я очень сильно похудела. Занимаюсь только лишь одной йогой.
Ну, конечно же, вы должны еще соблюдать и некоторые рекомендации в питании, которые в йоге тоже есть. Мы питаемся гармонично, но мы стараемся избегать вредной еды. Это фастфуд, это большое количество сахара, конечно же, никаких кока-кол и так далее. Вождь йога пыра чищас эскаданы. Йога абу философия, абу наука, абу религия. Котюна немсайын йога пыра чищас эскисны аслас ен яслы. Талун яолымын ставыс йона вешшис. Так получилось, что сохранилась она в Индии и обросла индийскими божествами, индийским менталитетом. Но это ни в коем случае не значит, что мы должны точно так же поклоняться их богам и относиться к йоге как к религии. Мы относимся ко всему этому как к мифологии. Даже если название богов присутствует, то мы относимся к ним точно так же, как если бы это был Кощей Бессмертный, наш русский, или Баба Яга. Йога анка кьямыс чупад, велодыш яшуаны. Быт косьещ, кучамка кадмышти вермас вылы чупад власкайны. Тачам ёс пыдя гогарвоны ашныса. Тырбура кланы асланы свир яй, да верманы мукадырьи, вовлытам торяс вочны. Мы занимаемся самопознанием. Когда мы очень глубоко познаем свое тело, мы можем им управлять. Йоги очень многие достигают такой высокой очень степени самопознания, что могут со своим телом делать все, что хотите. То есть глотать сабли, лежать на углях, на гвоздях, все что угодно. Но это не означает, что это йога. Если этому йогу это комфортно, приятно и ему нравится гармонично, если это его поднимает на более высокий уровень самопознания, значит это йога. Вот то, что он это делает. Если он на этом зарабатывает факирством этим, то это, скорее всего, не йога, это просто его работа, метод заработать. Это в Индии в основном все так зарабатывают. Это к йоге очень мало имеет отношения. Талун мортлан торяннин карсалан быт чамашогыстырма. Быт не минуча оз другян артмыражны. Луныш лун морто звермы личачины мездычны лёг мы в пясыш. Велодыш яс эскаданы. Мы йога попырачем вермас отцавны венны оламын быт чупадын мычадьяс. Йога, она очень многогранна. Видов йоги существует столько, сколько существует наших видов деятельности. Мы смотрим, это одна йога. Мы можем говорить, это мантра-йога. Мы, например, слышим, это нада-йога. Мы можем визуализировать, какие-то картинки представлять, это йога визуализации. Мы двигаемся, это крия-йога. И я могу продолжать этот список до бесконечности. И их можно также изучать в дальнейшем, после того, как вы освоили самые азы. Йога тая вежера физкультура. Йога пырачищас эскаданы. Тае упражнения соцаланы кокния уджавны кикоклы, ясыда да терба мывпавны. Веладаны кужамын шойчины. А ставы стая вошты мортлыш ен биалун да сотта двермым яс. Но тиян сайын кола пырачыны тиянлы йога. И котта дас, вермаслоны сиез быль кокне дас, либо озырмы дас тиянлыш олам.